Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хау-мағлұқтар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы подвести в этом выпуске итоги года, поговорить о том, что произошло в этом году, какие, скажем так, большие, громкие события, которые произошли как в России, так и в Республике Башкортостан, но и вообще в мире. Все, что именно связано с нами, имеется в виду, конечно же. То, что там где-то что-то произошло, такого, которое не касается нас, я думаю, что я не буду освещать. Это вы можете узнать и так в новостях. Итак, конечно же, самый год, 2024 год, начался с события, которое потрясло всю Россию, а также в результате которого весь мир узнал, кто такие башкиры. Это, конечно же, баймакские события. Но предшествовали им, конечно же, суд над Фаилем Алсыновым. Кто не знает или забыл, то я напомню, что Фаиль Алсынов – это известный активист, национальный активист, который многие годы защищал права и интересы башкирского народа, а также его культуру, историю, традиции, язык, экологию, конечно же. Это один из известных защитников Куштау. И, конечно же, такие люди, они были опасны для режима, для путинского режима, для хабировского режима, потому что Фаиль Алсынов не молчал. Он, допустим, открыто высказался о том, что сегодняшняя война идет, это геноцид над башкирами в том числе, потому что башкиры вынуждены воевать в этой войне, и Хабиров огромными толпами, да, можно сказать, массами отправляет башкир воевать за непонятными и чуждые нам идеи. И, конечно же, такой человек, как я сказал, был опасен, и силовики, чекисты и давно имели на него зуб. И в итоге на одном из сходов, который произошел в 2023 году, где-то в мае месяце, по-моему, Фаиль Алсынов там выступил, где сказал речь на башкирском языке. Потом эту речь перевели дежурные, проплаченные чекистами, скажем так, эксперты, в кавычках, конечно же. И по результатам этой речи у него нашли якобы экстремизм в словах его, и в итоге возбудили уголовное дело. Плюс еще дополнительно лично Ради Хабиров написал на него донос в прокуратуру, потом один из его помощников написал в Следственный комитет. И в результате 17 января произошел суд. Сперва было 15 января суд, на который приехала, суд проходил в Баймаке, и к зданию суда, на удивление властей, они, конечно же, не ожидали, что приедет около 5-7 тысяч человек. Обычно, но я тоже не ожидал такого, конечно же, количества людей, и никто не ожидал. Обычно мы привыкли, что на суды тех или иных активистов, которых так любит сажать власть, приходит, там максимум 20-50 человек. Но по кармаскалинским событиям мы помним на суд, когда подсудимым вынесли приговор в условные сроки, там собралось что-то около 50 человек, примерно так. Тогда все удивились, насколько это много. А тут на суд Фаиля Алсынова приехало, еще раз говорю, от 5 до 7 тысяч человек. Это было в морозный день, там мороз больше 30 градусов был, и огромная толпа народу возле здания суда. Это, конечно же, ошарашило власти, они в тот день не стали выносить решение, а запросил ему прокурор, напомню, 4 года колонии поселения. Так вот, суд был перенесен на 2 дня, и 17 числа прошел второй суд. Перед этим судом власти успели немножко, скажем так, навести, зачистить ряды, скажем так, сторонников Фаиля Алсынова, ряды его друзей. Было посажено что-то около 10 человек на сутки.
там его тут же внесли в список экстремистов и террористов, по различным телевидениям начали пускать различные там фильмы о нем, там придуманные, да, там с какими-то фейками, с лживой информацией. В общем, заработала вся машина пропаганды. Начались там заявления министра внутренних дел Республики Башкортостан о том, что никто не должен собираться, все, кто будет собираться там, они будут наказаны и так далее, и так далее. Народ пытались запугать. Но 17 числа пришло точно не меньше. Точно так же там от 5 до 10 тысяч человек. Огромное количество народу приехало. Еще раз говорю, несмотря на то, что это была зима, холодно было очень. И что произошло потом? За это время власти успели подготовиться, нагнали туда ОМОН, нагнали туда Росгвардию. Приехал ОМОН даже из соседних областей, с Челябинской области, допустим, были, там с Магнитогорска ОМОН. И в результате провокации, которые устроили точно так же те же самые власти, а мы видели, есть кадры, где из-за спины ОМОНовцев люди в масках кидают снег, глыбы льда в людей, в толпу. Конечно же, народ начал отвечать, и все это спровоцировало, привело к тому, что начались большие столкновения с полицией. В результате которых никто не пострадал из полицейских. Не было никакого серьезных там каких-то травм, там, переломов, там, чего-то там, никого не убили, никого не покалечили. Легкие телесные повреждения в результате того, что толкались, в результате того, что там снег попал кому-то куда-то. Все. Но в результате этого было возбуждено по статье о массовых беспорядках. Напомню, что эта статья применялась впервые в России. То есть она один раз применялась в результате в Москве, там на Болотной площади, в 2011 году, по-моему. Но его до суда не довели. Закрыли тогда дело. А здесь как бы все, до суда довели. Возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Было задержано огромное количество людей. И в итоге в СИЗО попало, если я не ошибаюсь, 87 человек. Людей забирали просто из домов, ловили на улицах. Это, конечно же, возмутило сильно людей. И произошло еще одно событие, которое я тоже считаю, что нужно отметить. Это известный башкирский певец, рэпер Алтынай Валитов высказался с возмущением о том, что власти неправы, они не должны были сажать Фаиля Алсынова, что идет политика, скажем так, того, что народы России, коренные народы России ущемляются во всем, в языке, в культуре, в традициях, идут репрессии, и что русский национализм, он давлеет над всей Россией. Он это высказался, в принципе, искренне, от души. Мы все это видео видели, это видео облетело, можно сказать, весь мир. И в результате чего сразу же против него начались репрессии. К нему в дом пришли чекисты, взломали дом, провели обыск. Алтынай Валитов успел скрыться. Выехать за пределы России, потом вывез семью. Сейчас он, к счастью, находится в безопасности в Америке, где получает политическое убежище. Вот. Но не всем так повезло. И мы знаем, что эти баймакские события привели даже к тому, что несколько человек было убито. А именно, был убит Рифат Даутов, башкирский парень, который вообще не был в этих событиях, не участвовал. Но его поймали, и он, видать, был возмущен тем, что его так бесцеремонно там, он вечером прогуливался со своей девушкой в деревне, и когда подъехала вот эта машина с теми, кто задерживал, в масках люди выбежали, там его просто заломали, положили там на землю, на снег, заломали ему руки, закинули в этот микроавтобус и увезли. И он, наверное, был этим самым возмущен, и это возмущение, конечно же, не понравилось этим ментам, а это не сотрудники полиции, это менты самые настоящие, живодеры, изверги. Они его просто начали избивать и били его до тех пор, пока просто не отбили ему все, что можно. И как установила впоследствии судмедэкспертиза независимая, то ему
отбили, скажем так, все внутренние органы, и в результате внутреннего кровотечения Рифат Даутов умер в течение нескольких часов. Даже там ни сутки, ни двое, там в реанимации он не лежал, он умер в течение нескольких часов. Конечно же, власти не понесли никакого наказания, они, мало того, они даже расследование не стали делать, закрыли тут же расследование, обвинили Рифата Даутова в том, что он якобы там отравился суррогатным алкоголем. Эту же ложь потом повторил лично Ради Хабиров на встрече с общественностью, с башкирской. И когда уважаемый аксакал, башкирский аксакал Риф Габитов попросил, чтобы минуту молчания провести в честь погибшего Рифата Даутова, Хабиров назвал это предложение хамским, нагрубил уважаемому, намного старше человеку, Рифу Габитову, нагрубил ему, оскорбил его, назвал Рифата Даутова, погибшего, там, чуть ли не наркоманом, короче. Ну вот это повел себя по-свински, по-настоящему по-свински. Так башкиры себя не ведут. Это явный, еще раз говорю, Хабиров, это явно не башкир, это какой-то, ну, я не знаю, там, отребье какое-то конченое, отморозок. Таких башкиров у нас нету. Вот. А впоследствии умер еще один человек, это Минияр Байгускаров, и у него тоже странная загадочная смерть, его вызывали на допрос, на этом допросе, как нам сказали, его били достаточно сильно, потом почему-то его выпустили, наверное, скорее всего, потому что он ни в чем не признавался, его выпустили, и он пришел домой и в итоге повесился. То есть две смерти, которые впоследствии баймакских событий произошли. Эти, конечно же, еще раз говорю, баймакские события стали самыми громкими, потому что за 3 года ведения войны, на тот момент 2 года ведения войны, никаких таких серьезных, сильных и масштабных выступлений, как в Баймаке, не было. И, конечно же, все начали интересоваться, кто такие башкиры, что они из себя представляют, почему они вот так смогли выступить. Начали интересоваться историей, начали читать. Допустим, я лично давал очень много интервью вообще по баймакским событиям, по тому, кто такие башкиры, что привело к этим баймакским событиям, в результате чего они произошли, какая политика внутренняя идет, какие репрессии идут в отношении башкир. И не только я, потому что меня одного не хватало, конечно же, на разрыв были все те люди, которые какое-то непосредственно отношение имели к Башкортостану, все просто интересовались башкирами, этими событиями, и люди просто начали рассказывать вообще о башкирах. Очень хорошее интервью давал, я наследил, Максим Курников, допустим, Руслан Валиев. И даже такие люди, которые когда-то сами вредили башкирам, и которые там вели какую-то политику против башкир, такие как там Аббас Галямов, такие как Ростислав Мурзагулов, даже они начали в итоге говорить о том, что да, действительно, результатом вот этих событий, которые произошли в Баймаке, это стала колониальная политика, это стало, скажем так, то, что идет давление на язык, на культуру, на традиции, репрессии и так далее, и так далее. То есть они вынуждены были это констатировать, потому что, по-другому объяснить было нельзя вот то, что произошло в Баймаке. Это же было не просто так спонтанно, это накапливалось как ком накапливались все эти обиды, которые шли против башкирского населения, против башкирского народа со стороны властей. Какие еще события произошли потом? Ну, наверное, стоит отметить, то, что в результате большого обмена между Западом и Россией были освобождены, получили свободу несколько видных политиков российских, там такие как Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Владимир Карамурза. Ну и среди них была наша башкирская политическая активистка Лилия Чанышева. Она тоже была обменена, сейчас она на свободе, и с чем я ее поздравляю.
Это, наверное, да, стоит отметить. К сожалению, ни один из национальных деятелей, которых сидят на сегодняшний момент очень много, не был обменен. Не был обменен ни Айрат Дильмухаметов, там, ни Шаман Габышев, ни другие какие-либо известные политические национальные деятели. Никто из них обменен не был, потому что, надо признаться, что они просто не интересны российской оппозиции. Российская оппозиция о них не говорит никогда о них не упоминает. И при встречах с представителями, западными политиками, она, конечно же, о них молчит, еще раз говорю. Какие еще события можно здесь отметить? Выборы Хабирова. Выборы Хабирова прошли. Все думали, что после баймакских событий Хабиров не усидит у власти, что его снимут. Но ошибались, в том числе и я ошибался. Я думал, что все-таки вот эти события, они как-то повлияют, народ попытаются успокоить. На самом деле нет. Путину вообще плевать на то, что произошло в Баймаке, что там умерли люди, что там более 80 человек посажено. Даже наоборот, именно они посадили столько народу, именно они убили в первую очередь, конечно же, потому что всеми этими событиями, всем этим уголовным делом по баймакским событиям ведет именно Москва. Целый борд прилетел со Следственного комитета из Москвы, они занимаются, а наши спецслужбы просто прислуживают им. И Хабирова, конечно, Путин лично, скажем так, его одобрил на второй срок. Хабиров к нему, мы все это видели, это видео, Хабиров к нему летал в Москву на встречу и там попросил его одобрить его на второй срок, и Путин одобрил. Нашлись сразу несколько наших общественных деятелей, которые начали говорить, что нет, это неправда, что он там якобы, что его не одобрили на самом деле, нужно по-другому смотреть это видео. Мы помним, да, это Ильдар Юмагулов, такой известный общественный деятель. Сейчас он почему-то замолчал, его не видно, не слышно. Но на самом деле, да, действительно, он его одобрил. Причина только одна, потому что Ради Хабиров, как настоящий манкурт, как настоящий предатель своего собственного народа, которому просто безразлична судьба башкирского народа, судьба Республики Башкортостан, человек, который вообще корнями никак на сегодняшний момент не связан с республикой, этот человек поставляет на войну с Украиной, на войну, которую ведет Россия, агрессивную, захватническую войну против свободного независимого государства украинского, он поставляет туда тысячи и тысячи башкир. Не только башкир, русских, татар, всех, в общем, жителей, которые проживают в Республике Башкортостан. И это привело к тому, что на сегодняшний момент Республика Башкортостан занимает первое место по количеству убитых на этой войне. Вот к концу года число перевалило за 4000. И надо здесь отметить, что последние 2000, то есть год начинался с 2000 было убитых, заканчивается 4000. То есть за 2 предыдущих года было 2000 убитых, и только за последний год, за это 2024, еще 2000 добавилось. То есть вдвойне увеличилось количество. Хабиров придумывал разные способы, как заманить туда людей. Плюс мы напомним, что была мобилизация в 2022 году, где Хабиров тоже очень сильно постарался, и республика поставила что-то там около 20 тысяч мобилизованных. Сегодня огромное количество этих мобилизованных их уже нету в живых, либо инвалидами остались. И это, конечно же, такие люди Путину нужны, и Хабиров поэтому остался на второй срок. За него, конечно же, никто не голосовал. Выборы он проиграл на самом деле. Но так как у нас выборы проходят нечестно, следить за тем, проходят ли они честно или нет, некому. Скажем так, комиссия по выборам, которая проходит Центральный избирком Республики Башкортостан, всегда фальсифицирует и нарисует ровно столько, сколько нужно для того, чтобы Хабирова утвердить. Но так и произошло. Хабиров был переизбран. В итоге будем терпеть его еще
несколько лет. Хорошо это или плохо? Однозначно это плохо, но есть, наверное, какие-то, я считаю, может, не позитивные, наверное, но отметить нужно то, что положительное здесь может быть то, что Хабиров остался. То, что на сегодняшний момент люди еще больше откроют глаза на политику, на внутреннюю политику Республики Башкортостан и на политику Российской Федерации, на политику Путина. Многие верили, что Путин, вот он не знает, что происходит в Республике Башкортостан, что вот у нас здесь идут преступления, что вокруг Хабирова огромное количество людей посадили, коррупционеров, что царь хороший, не знает о том, что вот бояре плохие, вот там что-то там на местах мутят. На самом деле Путин все знал и, мало того, поддержал, еще раз говорю, этого Хабирова. И я надеюсь, что вот эти события, после которых мы все, жители Республики Башкортостан, увидели, что Путин одобрил Хабирова на следующий срок, он его поддержал, мало того, он приезжал в Республику Башкортостан, встречался с Хабировым, видел все своими собственными глазами, можно сказать так, и ничего не было Хабирова, он остался на своем месте. То есть я надеюсь, что вот эти события нашим жителям откроют глаза, и они поймут, что и Путин, и Хабиров — это одна банда, одна шайка, которая вот просто убивает и уничтожает наш народ, нашу республику. Вы должны это понять и осознать. Я надеюсь, что второй срок Хабирова до конца откроет глаза нашим жителям Республики Башкортостан, особенно башкирам, и они поймут, что оставаться в этой стране просто нельзя, просто опасно, и нужно бороться за независимость. И как только наступит такой момент, нам нужно тут же объявлять о своей независимости и отрываться от этой России. Я надеюсь на это, что у вас у всех открылись глаза, что вы поняли, что это просто преступная власть, мафия, которая захватила власть в этой стране. Еще что можно отметить? Конечно же, вот по баймакским событиям последующим это все продолжилось, и оно еще будет продолжаться в следующем году. Конечно же, это приговоры. Начались приговоры. Первые приговоры это фермеру из Республики Башкортостан, по-моему, он с Хайбульского района, ему дали 5 лет. Ульебаев, да, фамилия. Ему дали 5 лет, все тогда просто офигели от того, что такой срок дали человеку, который просто там стоял в толпе, возможно, потолкался. За это дали 5 лет. Многие надеялись на то, что будут там условные сроки. И тут огромное количество было обращений к Бастрыкину, к Путину с просьбой разобраться, что мы, башкиры, невиновны, собравшиеся возле Баймакского суда, невиновны. Мы помним всех этих наших общественников башкирских, которые вместо того, чтобы заниматься действительно общественными делами, начали искать виноватых среди своих же башкир, тем самым, скажем, перекладывая вину от Хабирова на каких-то других людей, которые якобы сами же башкирские общественники виноваты в том, что произошло в баймакских событиях. Мы помним, имена я называть сейчас не буду, мы помним все эти скандалы, как они сотрясали несколько месяцев нашу Республику Башкортостан, когда пытались действительно увести, скажем, виновных, переложить вину на других людей от Хабирова. От Хабирова, от Путина. Мы помним, да? Но, к счастью, все это закончилось тем, что народ понял, кто на самом деле виноват, что эти баймакские события – это результат не спланированной акции каких-то там неизвестных башкирских общественных деятелей, которые хотели там спровоцировать какие-то события, громкие события в Республике Башкортостан. Нет, это результат политики, внутренней политики, преступной политики против башкирского народа. И первый, получается, срок был по баймакскому событию. Потом еще троим в Оренбургской области, в Орске, вынесли приговоры. Там тоже были от 5,5 до 6 лет.
Я напомню, что представители от Хабирова, там, Всемирный Курултай Башкир, наш продажный, и представители этого Всемирного Курултая Башкир, среди них там достаточно известные люди, ездили по Зауралью, Баймакский район, там, в Хайбулинский, в Абзелиловский заезжали они там, в другие районы, в Бурзянский, и разговаривали с жителями, с семьями людей, которых задержали, с их семьями, пытались убедить их в том, что Хабиров не виноват, что вот они сами виноваты, кого задержали, что вот нужно просто признаться в этом, и тогда им всем скостят сроки, возможно, будут условно, а мы вам за это нарубим дрова, а мы вам привезем сено, а мы вам тут починим крышу и так далее, и так далее. Вот эти вот, предатели, самые настоящие предатели башкирского народа, конченые просто люди, которые действительно там известные, в прошлом уважаемые люди. Для меня они уже все потеряли какое-либо уважение. Вот эти вот люди ездили и вот так по приказу Хабирова, по приказу Бадранова ездили и пытались уговорить. Нашли какую-то сестру там задержанного, у которой взяли интервью. Вот якобы там виноваты во всем там Алтынай Валитов, она переложила всю вину на него, то есть не Хабиров, а Алтынай Валитов виноват, что произошли. Хотя Алтынай Валитов вообще со своим заявлением выступил после баймакских событий, мы все это помним, мы знаем. Вот, но в итоге даже потом под этим видео, где сестра одного из задержанных, еще раз говорю, вот это пыталась переложить вину от Хабирова на простых башкир, даже они в итоге закрыли комментарии, потому что народ не дурак, народ все видит, все знает и понимает, кто на самом деле виноват. Там обрушился поток гневных комментариев, что они просто закрыли комментарии. Да, надо отметить, что у Бадранова в слугах появился очередной, даже двое появились новых пропагандиста, пропагандона, как я их называю. Это Тимур Валитов и Решат Ялалов. Вот эти двое появились. Рашид Ялалов. Да, с Юматова такой. Бывший соратник Айрата Дильмухаметова, который все время хвалился тем, что я там с Айратом Дильмухаметовым и так далее, я поддерживаю его. А на самом деле никогда он не поддерживал Айрата Дильмухаметова. Я не знаю, что он там делал у него в команде, там доносительством занимался или чем, но сейчас он открыто работает и пашет на режим. Вот. Плюс надо добавить, что и буквально недавно надо отметить здесь, что были очередные приговоры по баймакскому делу, а именно уже в Ижевске вынесли приговоры конские, наверное, страшные приговоры, тоже от 5 до 8,5 лет. Вот трое парней получили 8,5 лет за эти события. Просто за то, что были там, присутствовали на площади возле Баймака. Плюс помимо этого, еще надо здесь отметить, что вот по баймакским событиям, что всех осужденных просто судят не на территории Республики Башкортостан, потому что боятся, что вновь могут повториться баймакские события, что вновь придет огромное количество людей, боятся башкир, и поэтому судят за пределами Республики Башкортостан. Их увезли всех в разные тюрьмы, кого-то в Оренбургской области, кого-то там в Татарстан, кого-то там в Удмуртию, кого-то в Самарскую область и так далее. Помимо этого, приговоры были вынесены еще нескольким, скажем так, активистам, активным деятелям башкирским. Это Марату Шарафуддинову вынесли срок в страшные 9 лет. Это один из фигурантов кармаскалинского дела, защитник Куштау. Его осудили, мы помним, вместе с той кармаскалинской четверкой, то есть задержали, подкинули оружие точно так же, но потом оружие впоследствии отлетело, и в итоге его осудили за попытку хулиганства, та же самая статья, по которым всем другим дали условные сроки. Плюс еще ему дополнили вторую статью, это участие в запрещенной организации, а именно в организации Башкорт. Все вместе, вкупе, ему дали 9 лет срока. Конечно же, это большой срок.
и очень многих он удивил и разозлил. В этом же году вынесли срок моему брату родному Рустаму Фарариддинову. Ему дали 5,5 лет только за то, что он является моим братом. То есть его взяли в заложники Хабиров, и вся эта чекистская система держит его в тюрьме только потому, что я являюсь критиком системы этой путинской, хабировской системы, потому что я выступаю за независимость Башкортостана, за то, чтобы эта Россия, как империя зла, развалилась на части и прекратила свое существование. Именно поэтому моего брата арестовали, сейчас он сидит в тюрьме. Но я верю, что все эти люди, все осужденные по баймакским событиям, и Фаиль Алсынов, и Марат Шарафуддинов, и Айрат Мухаметов, и Эрмиля Саитова, и мой брат, все они, я надеюсь, не досидят до конца своего срока и выйдут намного раньше, потому что я надеюсь на то, что этому режиму осталось, он просто агонизирует, и все события, которые сегодня происходят вокруг России, показывают и доказывают, что режим агонизирует, страна агонизирует, что она просто находится уже на краю своей гибели. Просто осталось немного времени, когда она вся рухнет. Мы на это надеемся. Что еще можно отметить здесь такого, что произошло? Это 6-й Всемирный Курултай-Башкир. Прошел 6-й Всемирный Курултай-Башкир, который назвали, скажем, Курултай-Манкуртов, башкирских манкуртов. Куда собрались именно в основном чиновники и люди, которые, скажем так, уже настолько погрязли в грязных делах, в преступных делах хабировских и путинских, которым уже терять нечего, да? Вот они идут до конца, как говорится, башкиттеля киттейнде. Вот, и эти люди собрались на Всемирный Курултай-Башкир, где приняли самую позорную резолюцию, которая когда-либо была вообще принята и во всех этих курултаях, которые до этого проходили. По этой принятой резолюции говорилось о том, что мы башкиры, то есть они говорили от имени башкиры, хотя, конечно же, они говорили от имени манкуртов, которые составляют, может быть, ну я не знаю, там 0,1-0,2% от всего башкирского народа. То есть они говорили о том, что они поддерживают политику Путина, они поддерживают войну, они поддерживают репрессии против своих же башкир. Вот, что нужно как можно больше башкир вновь отправлять туда дальше на войну с Украиной и так далее, и так далее. То есть, еще раз говорю, позорнейший Курултай. Надо отметить, что на этом Всемирном Курултае было минимальное количество других стран. Там приехали только из ближнего зарубежья, Узбекистан, Казахстан. Ну и были, конечно, представители с нескольких таких. Наверное, по-моему, единственная страна была, которая сегодня считается враждебной, это Латвия. Латвийские башкиры, с которыми мы, конечно же, будем разбираться. И что против них нужно предпринимать, чтобы они поняли, какую ошибку они совершили. Вот. Ну вот этот Всемирный Курултай-Башкир, который прошел, он еще раз доказал, что в будущем никаких Всемирных Курултаев-Башкир, которые будут зависеть от власти, где будут сидеть чиновники, скажем, в аппарате Всемирного Курултая-Башкир, люди, которые работают там, которые будут сидеть на зарплате от бюджета, такого не будет. Такого не будет. И Всемирный Курултай-Башкир, если он даже сохранится, как сегодняшняя структура, то они будут общественная организация, которая будет финансироваться за счет, я не знаю, там, пожертвований или еще чего-то, но точно не из бюджета. От бюджета вообще общественники не должны зависеть. Как только общественники начинают зависеть от бюджета, от кормушки от этой, они начинают петь песню властей, подмахивать им во всем и так далее, услуживать, прогибаться перед ними. А такие общественники не должны быть. Общественники – это глас народа, которые должны говорить прямо и открыто о всех проблемах, которые у нас есть в Республике Башкортостан и среди башкирского народа. Ну и, наверное,
к нашим делам, к делам Комитета Башкирского национального движения, к моим делам, которые прошли в этом году. Нужно отметить здесь, что мы открыли офис в конце года. Комитет Башкирского национального движения за рубежом открыл офис. Наш комитет растет, число его количества увеличивается, сторонников. Надо отметить, что мы в ноябре месяце провели, скажем, онлайн-съезд Комитета Башкирского национального движения, где избрали омбудсмена от башкирского народа. Напомню, кто не знает, что есть такая функция, оказывается, что мы узнали о том, что от каждого народа, даже если он является колонизированным, можно избирать омбудсмена. Омбудсмен – это человек, который занимается защитой прав народа, защитой прав человека. Так как у нас от Российской Федерации омбудсмен, скажем так, не защищает права и интересы вообще граждан Российской Федерации, а омбудсмен от Республики Башкортостан на сегодняшний момент является бывший министр внутренних дел Закамалдин, Михаил Закамалдин, знаем такого палача, то понятно, что ни о какой защите прав и интересов жителей Башкортостана, тем более башкирского народа, здесь не может идти речь. Какие права может защищать человек, который сам лично сажал невиновных людей? Мы знаем, Закамалдин огромное количество людей посадил. Так вот, поэтому есть, скажем, институт омбудсменства, омбудсменов, которые представлены, которым разрешено представлять, скажем так, интересы своих народов на международных площадках, в том числе и на ООН, на площадках ООН. И мы выбрали от башкирского народа Айгуль Леон. Это известная башкирская активистка, живет в Лос-Анджелесе, которая долгое время была лидером татаро-башкирской диаспоры города Лос-Анджелеса, вообще штата Калифорнии. Вот она, будем надеяться, что ее деятельность принесет, скажем так, пользу башкирскому народу. Ну, по крайней мере, она сможет открыто говорить о всех тех преступлениях, что сегодня идут среди башкирского народа в Республике Башкортостан. А я напомню, что сегодня Республика Башкортостан занимает первое место по количеству политзаключенных среди всех регионов, среди всех национальных республик Российской Федерации. Первое место. У нас почти 100 политических заключенных на сегодняшний момент. То есть работа для омбудсменов и есть что рассказать миру о тех преступлениях, которые сегодня идут в республике. Так, ну еще что я могу сказать? Деколониальная повестка очень сильно растет. Люди все больше и больше интересуются, скажем так, деколонизационной повесткой, деколониальной повесткой. Люди слушают и переходят на нашу сторону в результате дебатов, которые прошли в этом году достаточно много против российской так называемой оппозиции. Я их называю московские псевдолибералы. Так вот, с ними происходило несколько дебатов различных, в том числе и я проводил дебаты. И могу уверенно сказать, что симпатии населения все больше и больше переходят на нашу сторону. На сторону тех, кто говорит о том, что должна произойти деколонизация Российской вот этой Федерации, я ее называю Российской империей. Должен произойти развал России, Россия должна развалиться, просто распасться на независимые государства. А потом уже, впоследствии, кто хочет, пусть собираются в какие-либо союзы, федерации, конфедерации. Я последовательно, и наша команда, мы последовательно выступаем за то, чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством, сама выбирала свой путь политический, экономический. У нас есть все возможности для того, чтобы жить независимо, как свободная, нормальная страна. У нас есть промышленный потенциал у республики, у нас есть достаточно много природных ресурсов еще осталось, еще не все выкачали, но выкачка наших природных ресурсов идет огромными темпами. У нас есть людской потенциал, у нас проживает 4 миллиона населения, умные люди проживают. Я уверен, что мы сможем построить демократическое
хорошее, независимое, цивилизованное государство. Нам надо просто оторваться от Москвы, от России, от этого русского мира. И, как я сказал, вот это наша позиция Лиги свободных наций, куда входит также наш комитет Башкирского национального движения, она становится все более интересной, ее поддерживает все больше и больше людей. Это как результат канал Лиги свободных наций, YouTube канал, который еще в начале сентября месяца, в августе насчитывал что-то около 7 тысяч человек, на сегодняшний момент заканчивает этот год с количеством более 100 тысяч, по-моему, сейчас 105 тысяч человек, подписчиков. То есть за 4 месяца рост в 10 раз, больше, чем в 10 раз. Также и мой YouTube канал вырос в 3 с лишним раза, и сейчас он подходит там около 32 тысячи подписчиков, хотя еще там несколько месяцев назад у меня там было что-то около 7 тысяч подписчиков. То есть это о чем говорит? Что люди интересуются деколонизационной повесткой, люди интересуются тем, о чем мы говорим, что мы рассказываем, о том, что наша идея о распаде России, наша идея о независимости национальных республик и регионов, она растет и увеличивается. Также в этом году я съездил несколько раз в Украину. Я видел, как живут украинцы во время войны. Я видел военнопленных, общался с ними. И уже выходил один выпуск, где я общаюсь с военнопленным, с русским из Башкортостана. Также в следующем году выйдут еще несколько выпусков. Могу сказать, что украинцы — это сильный народ. Они явно не будут проигрывать и не проиграют. Они будут бороться до конца, потому что это этот народ, который своей историей доказал, что он боролся множество раз. И мы все знаем, что и про украинских националистов, организацию украинских националистов, украинских повстанцев, как они воевали против Советской империи долгие годы. Мы помним Майдан в 2014 году, как они смогли сломить режим Януковича и освободить страну от путинского влияния. И сегодня они уже 3 года оказывают сопротивление, хотя никто не думал, что такое возможно, но сегодня они оказывают сопротивление и борются, и просто бьют морду этим путинским оркам. Ну и наверное, закончить надо, вот последние события этого месяца еще раз доказывают, что Россия — это страна-террорист, страна-агрессор, страна-преступник. И когда хорошие русские, такие как там Юлия Навальная, там Илья Яшин там, и другие, говорят о том, что это только война Путина, что это только Путин виноват, то есть остальные не виноваты, конечно же, они лгут и работают просто на свой электорат, надеясь на то, что когда режим Путина рухнет, они придут во власть в России, и за них будут голосовать все сегодняшние сторонники Путина. Но на самом деле ведет войну не Путин, не один Путин, ведет войну против Украины огромное количество людей, которые воюют сегодня в Украине. Это и те люди, которые работают на оборонных заводах, это те люди, которые плетут маск-сети, это те люди, которые сбрасываются деньгами на различные всякие гуманитарные конвои, которые везут помощь вот этим агрессорам, которые сегодня захватывают и уничтожают просто Украину. Просто уничтожают, разрушают ее города под ноль. И этих людей на самом деле миллионы. И, конечно же, это война не Путина. И за последний месяц, вот буквально за последние дни произошло 3 сразу преступления, которые еще раз доказали, что Россия — это агрессор, это конченное государство. Первое из последних событий, это было разлив мазута, да, то есть это 2 танкера, которые просто разломались пополам из-за своей старости, потому что сегодня наложены санкции на Россию, на перевозку всяких горючих материалов, топлива различного. И вот они начали использовать там какие-то старые танкеры, потому что все остальные страны отказываются перевозить нефть или мазут Российской Федерации. Вот на своих старых танкерах они перевозили
скрытно перевозили различные там свое топливо, и эти два танкера в Черном море потерпели крушение, что вызвало экологическую катастрофу. И огромная площадь Черного моря сегодня просто загажена, просто отравлена. Огромное количество уже всяких птиц, рыб, морских животных просто погибло уже. Люди собирались со всей России, приезжали чистить побережье, чистить море. И им еще мешает эта власть это делать. Просто не пуская там или просто мешая, элементарно мешая очищать эту воду. И она, Россия, не призналась в этом своем преступлении. Просто отравила, просто отравляет планету и не признается в этом преступлении. Следующее преступление, это было буквально недавно. Сбили самолет, азербайджанские авиалинии. Просто сбили нагло и скрыли. Еще мало того, когда самолет начал терпеть крушение, они отказали ему в посадке в близлежащих аэродромов, которые находились по пути следования этого самолета. А там было несколько аэродромов, можно было посадить. Он из Чечни летел в Азербайджан, получается, и его просто там сбили, не дали сесть. И отказали ему, и отправили его над морем в сторону Казахстана, чтобы он там где-нибудь сел. Они надеялись, что он просто упадет в море, и следы преступления пропадут. Но пилоты дотянули до Казахстана, до Актау, и там сели, совершили аварийную посадку, в результате которых погибло 38 человек. И весь мир увидел следы от удара, ракетного удара. Если не ошибаюсь, там кто-то говорит земля-воздух, там, да, это панцирь, вот это вот ракетное ПВО, просто ударило по самолету, по пассажирскому самолету. Вот преступление. И сегодня до сих пор это правительство России молчит, не признается, пытается замести следы. Это еще раз говорит о преступном характере, о том, что это государство террорист, которое просто может только убивать, уничтожать, грабить, разрушать, насиловать. Мы помним Бучу, мы помним все преступления, которые они совершали. А помним до этого, как они малазийский Боинг сбили, да? И уже после этого некоторые хорошие русские, так называемые, еще пытались защищать, да, то есть наши мальчики там воюют, что это война только одного Путина. Нет, это война целого преступного режима. И последнее, буквально вчера, позавчера произошло преступление, когда был порван кабель, интернет-кабель, который вел от Финляндии к Эстонии на глубине Балтийского моря. И можно было бы списать это на что-то там другое, там, да, но в итоге поймали российское судно, которое непосредственно занималось тем, что оно порвало этот кабель, просто провела диверсию, так называемую. Для чего это делает это государство Россия? Ну, конечно же, она просто провоцирует другие народы, делая им зло, уничтожая какую инфраструктуру, убивая людей, сбивая самолеты, просто наживая себе врагов. Вообще, я не понимаю, ну там вот во власти сегодня сидят какие-то сумасшедшие, просто сумасшедшие идиоты, которые настраивают весь мир против себя. Я надеюсь, что следующий год, друзья мои, будет последним для этого режима. Я очень надеюсь на этого, но, по крайней мере, я точно уверен, что этому режиму осталось жить недолго. Мы все с вами увидим закат, разрушение этой империи, этого недогосударства. Путин и вся его команда, они будут либо уничтожены, либо будут сидеть до конца своей жизни в тюрьмах и гнить. В том числе, конечно же, будет сидеть Хабиров и вся его команда. Бадранов, там, Назаров, Абдрахманов и остальные преступники. Все они будут сидеть. Я в этом уверен. Также я уверен, глубоко уверен и убежден, что наша Республика Башкортостан станет независимым государством. Я в этом глубоко уверен, и я призываю вас просто к этому готовиться. Поговорите со своими родственниками, друзьями, близкими, говорите им о том, что
независимыми быть, лучше, чем зависимыми. Что сегодня маленькие государства, а Республика Башкортостан это далеко не маленькое государство, есть намного меньше, которые живут прекрасно, обеспечивают себя полностью во всем, уровень жизни у них высокий, внутренний валовый продукт высокий, доход на душу населения высокий. Люди живут и просто кайфуют, ни с кем не воюют, путешествуют по всему миру, покупают нужные для себя вещи, хорошие, дорогие вещи, учатся, работают, радуются жизни. Вот так надо жить. Так надо жить, а не так, как мы сегодня живем. Цены растут, топливо растет, люди умирают, страна воюет, всякие катаклизмы, наводнения, потопы, разрушение дамб, разрушение различных труб, аварии канализационные, тепловые и так далее, и так далее. И плюс репрессии идут, те, кто недоволен. Ну вот разве хочется жить в такой стране? Я уверен, что никто не хочет жить в такой стране. Давайте не будем жить в этой стране. Давайте все сделаем для того, чтобы наша Республика Башкортостан просто вышла из этой страны и стала независимым государством. На этом все. Этот год заканчивается. Надеюсь, что следующий год нам принесет мир всем. Всем я вам желаю мира. Всем я вам желаю свободы. Надеюсь, что все осужденные и арестованные сегодня политические заключенные выйдут на свободу. Надеюсь, что война прекратится. Надеюсь, что Республика Башкортостан и башкирский народ обретет независимость и свободу. На этом все. Хау булалы, хурматлы милләттәшләр. Осражава тиклем.